Данное уголовное дело не связано с уголовным законодательством. Здесь абсолютно политические мотивы, как я имею в виду по основаниям возбужденным уголовным делом, по части 2 318, так и все дополнительные обвинения, которые на сегодняшний день предъявляются нашим подзащитным. В том числе вот это абсурдное обвинение по 282 прим. 1 Уголовного кодекса России, участие, создание экстремистского сообщества. То есть абсолютно бездоказательно люди, если по именам их называть, Ахмед Барахуев, Масаг Ужахов, Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Зарифа Саутиева, конечно же, многие другие, они сидят абсолютно не потому, что они совершили какое-то уголовное преступление, а только потому, что они реализовывали свои незапрещенным законом способом, реализовывали свои права, конституционные права, в том числе на мирные собрания. Они предъявляли конкретные претензии, как они считали, по действиям правительства и главы Республики Ингушетия, имеется в виду на тот момент. Если процитировать, это звучит таким образом. Изоляция Чемурзиева, в данном случае Чемурзиева, необходима, так как он имеет обширное влияние на дееспособную часть населения, на молодежь. Вот единственная причина. Другого в постановлении не написано. Они формально, конечно, 97-й статьи нормы взяли, но я извиняюсь, справка ЦП, которая заменяет у нас все обстоятельства по уголовно процессуальному закону. И 97-ю статью, это и обстоятельства по 99-й статье Уголовно процессуального кодекса. Поэтому здесь избрание, изоляция, это связано только для того, чтобы эти люди не находились на свободе, чтобы они не мешали каким-то процессам, на которые Центр пытается оказать влияние, не хотят протестных акций, не хотят, чтобы болезненные вопросы поднимались в Республике Ингушетия. Наши подзащитные на протяжении длительного времени расследовали и приводили факты хищения из бюджетных средств, которые в республику поступали. Здесь очень много вопросов, которые прямо открыто в уголовном деле, в том числе Барах Чемурзиев, поднимает. То есть претензия была связана с реальной. То есть они говорили о том, что чиновники воруют, мягко говоря. Расследуйте. Отметить надо, что до сегодняшнего дня, с апреля месяца прошлого года люди находятся под стражей. Вот с этого момента до сегодняшнего дня ни при избрании, ни при предъявлении обвинения, ни при избрании меры пресечения, ни при продлении их до сегодняшнего дня не предоставлено ни одного доказательства, которое хотя бы формально обосновывало бы вот это уголовное дело и саму изоляцию указанных лиц от общества, то, что их в следственный изолятор. Они даже не пытаются, они в принципе все прекрасно понимают, в том числе данная следственная группа, они не расследуют уголовное дело. На мой взгляд, они не расследуют уголовное дело, у них есть конкретная цель, конкретные указания, они выполняют указания сверху. Какие доказательства, если нет, если чего-то не было, доказательства тому, что это было, невозможно представить, если мы только их не сфальсифицируем. То, что происходит в данном деле. Сегодня сфальсифицированы выступления, в том числе Зарифы Саутиевой, я имею в виду перевод с ингушского языка на русский. У нас почему-то переводчики, на мой взгляд, это заведомо ложный перевод. По-другому я это назвать не могу. И уже по этому заведомо ложному переводу они делают лингвистические экспертизы. Призывы были или нет? Говоря, дойдут эти дела или не дойдут, еще раз говорю, что мы еще тогда говорили, что, наверное, дополнительный состав они будут делать. Это еще неизвестно, на этом они остановятся или нет. Но в любом случае, я уверен в этом, учитывая, какая государственная машина задействована в этом процессе. Итоговая цель, итог, к которому идут следователи, и это все. То есть нет такого, что суд еще разберется. Правосудие у нас все-таки независимое и тому подобное. Таких иллюзий мы не пытаем.
Понятно, что они пытаются осудить их всеми правдами и неправдами. Что и происходит по этому делу. То есть я полагаю, что да, они в любом случае, даже если надо будет использовать лжесвидетелей, засекреченные свидетели, еще как-то, ну, откровенных каких-либо прямых доказательств этому обвинению абсолютно не найти, потому что если не было события, трудно найти этому доказательства. Поэтому, конечно же, мы готовимся к тому, что в дальнейшем мы посмотрим, мы будем ознакомиваться с материалом уголовного дела. Я не удивлюсь, что фальсификация именно в плане лжесвидетелей, она будет иметь место по данному уголовному делу.